Здравствуйте! В эфире вечерний выпуск новостей на телеканале УТРК-4. В студии работает Айслу Мурзакова, и мы представляем вам главные события этого дня. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил Бишкекскую ТЭЦ для ознакомления с ее текущей деятельностью. Как сообщили в Кабмине, ему представили информацию о производственных мощностях, технических характеристиках, текущих показателях работы и планах ремонта на 2025 год. Особое внимание уделили нагрузке в отопительный сезон и восстановлению оборудования после нештатной ситуации 2024 года. Состоялось совещание по итогам отопительного сезона 2024-2025 года и подготовки к зиме 2025-2026 годов. Обсуждали снижение выбросов, борьба со смогом и расширение использования природного газа. Отмечено, что стабильная работа ТЭЦ важна для комфортной жизни горожан и улучшения экологии. Официально началось строительство жилого комплекса Кочмён-Сити, одного из крупнейших жилищных проектов Чуйской области. В церемонии принял участие управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, который заложил капсулу времени на месте будущего комплекса. Также в мероприятии приняли участие председатель государственной ипотечной компании Темиркул Балтабаев и местные жители, которые отметили важность этого проекта для региона. Кочмён-Сити будет включать в себя современные жилые комплексы, а также объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. Реализация проекта окажет положительное влияние для улучшения жилищных условий и развития инфраструктуры Чуйской области. 4 балабакча, эс алуучу жашыл зона жана 3 унаа токтотуучу жай болот. Комплекс Кочмён-Сити займет площадь 20 гектаров и будет построен с использованием современных архитектурных решений. Проект включает 86 жилых домов, 27 из них будут 24-этажными, а 59 – 20-этажными. На территории комплекса предусмотрены 3 школы, 4 детских сада, зеленые зоны отдыха и 3 парковки. В каждом жилом блоке также запланированы коммерческие помещения. Кочмён-Сити, как вы знаете, строила частная компания, но из-за отсутствия финансирования возник скандал с более чем 700 дольщиками. Позже данный жилой комплекс передали государственной ипотечной компании. Сейчас продолжаются строительные работы. Планируется построить 8710 квартир. До конца этого года завершат 26 блоков, а в 2026 году комплекс полностью сдадут в эксплуатацию. Квартиры будут предоставляться гражданам на льготных условиях через государственную ипотечную компанию. Также ожидается разделение очереди на жилье в ГИК на 2 списка для жителей Чуйской области и города Бишкек. Управляющий делами президента отметил, что в настоящее время ведется соответствующая работа. Что касается очередей, процесс идет постепенно. Сейчас открылся Чуйский региональный филиал ипотечной компании. Столицу и Чуйскую область разделили. Раньше они были едины. Жители Чуйской области будут получать квартиры в своем регионе, а в бишкекчане в Бишкеке. С 1 марта через электронный портал Тундук можно встать в очередь государственной ипотечной компании, не выходя из дома. Проект Кочмён-Сити – один из первых масштабных проектов по строительству социального жилья в Чуйской области. Он реализуется в соответствии с международными стандартами и направлен на создание безопасных и комфортных условий для жителей. Жерлерде салып атат, шаардын четин баары салып атат. Бунун баары жакшы. Бул деген келечек. Кийинки муунга даярдык. Турак жай. Баары ушу бир жерден чечилип атат. Жердин баарын ысырап кылып, бөлүп бере бербей ушу ипотека кылып салып аткандар дурус жакшы. Биздин местныйларга льгота берип, болгону биздин жер үлүштөр күн-түнүкүч айлык карайт. Биздин жаштар өсүп атат, айткандай үй алсын, баары тең жашоолор жакшы болсун, благоустроение болсун. Ой максаттан жетишсин баары тең. Осы жумушта иштегендер үчүн сонун эле деп ойлойм. Эгер ипотека квадрат метрлерин доступный кылып эсептеп беришсе, анан ошо госко ылайыктуу кылып берсе зарплатага, анда элдин баарына эле сонун жагат. Объекти алып азыр ГИК куруп атат. Кудайга шүгүр, жакшы башташты. Жакшы. Мурун курулбай эле турган, мисалы
1,5 жылда мо 4 этаждык эми жеткен болчу. Азыр жумуштар жакшы. Жакшы ойлоп табышкан негизи гикти гос турмушта иштегендерге эми тийип калат деген үмүттөбүз. Азыркы убакта жаштарыбызга жер жетишпейт, участок жетишпейт. Анан ушул жерден үй алып калса экен деп баары ошого келип атабыз. Мындай караганда жакшы эле болуп атат. Жакшы эле мындай көрүнүшүчү. Улам көп квартиралар салынып атат. Эми баягы 40 000 квартира болот дейт. Эми ошого жетсек бизге быйыл жакшы эле болот болуш керек. В рамках мероприятия также открылся новый офис государственной ипотечной компании в селе Кунту Чуйской области. Этот офис сможет обслуживать более 200 граждан в день. Чуй областында именно В Чуйской области открыли офис специально для граждан, стоящих в очереди на жилье. Жители региона теперь могут получать всю необходимую информацию на месте. Это уже 3-й наш филиал. Ранее в Чуйской области не было офиса, но поскольку здесь началось строительство жилого комплекса Кочмон-Сити, мы решили его открыть. Теперь люди могут приходить в офис и узнавать все детали лично. В настоящее время государственная ипотечная компания имеет официальные представительства в 7 регионах. Этот шаг направлен на эффективную организацию процесса постановки граждан Кыргызстана в очередь на получение жилья. В ближайшее время планируется начать строительство государственного жилья также в городах Токмок и Карабалта Чуйской области. В целом по стране строится более 49 тысяч ипотечных квартир, завершение которых запланировано к 2030 году. Строительные работы ведутся во всех регионах. Сымбат Алмазова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. Сегодня вступил в силу закон о штрафах за клевету в интернете, сообщил заместитель министра юстиции Орузбек Сыдыков в эфире Биринчи радио. Согласно закону, за клевету и распространение информации, порочащей честь и достоинство граждан, физические лица будут штрафоваться на 20 тысяч сомов, а юридические на 65 тысяч сомов. Закон позволяет гражданам обращаться в правоохранительные органы, а штрафы налагает суд. Сыдыков подчеркнул, что это не касается свободы слова и что закон нужен для предотвращения самосуда в обществе. Закон был принят в декабре 2024 года и внес поправки в Кодекс о правонарушениях, наделив МВД полномочиями отслеживать клевету в интернете и составлять протоколы о штрафах. В Кыргызстане проходят рейды против незаконной торговли горюче-смазочными материалами. Инспекторы службы по пожарному надзору Чуйской и Таласской областей совместно с сотрудниками отделов ЧС проводят проверки на местах стихийной торговли в рамках плана проведения совместных проверок. Рейды были проведены в Карабалте, а также в селах Беловодская, Александровка и Чалдавар. Установлено 9 точек незаконной продажи ГСМ, охвачено 20 человек. Реализатором проведена разъяснительная работа о незаконности торговли в местах массового скопления людей, а также о правилах хранения в жилых домах и автомобилях. Сотрудниками ГУВД Чуйской области и Госкомитета национальной безопасности пресечена деятельность преступной группы, занимающейся незаконным изготовлением и перевозкой наркотиков с целью сбыта. 8 февраля поступила информация о перевозке наркотических средств в особо крупных размерах в Чуйскую область из южных регионов страны. На основании этой информации было возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Накануне в ходе оперативных мероприятий на посту Толкун-1 был задержан автомобиль, в котором обнаружены более 19 килограммов наркотиков, гашиш и марихуана. Задержаны 3 человека, которые помещены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается, назначены судебные экспертизы. В борьбе с преступностью на помощь правоохранительным органам приходят не только люди, но и специально обученные служебные собаки. Они помогают искать наркотики, взрывчатые вещества, оружие, а также людей, пропавших без вести. Одна из таких собак – бельгийская овчарка Тина. Недавно она помогла задержать преступника в крупной партии наркотиков. Так, как проходит подготовка четвероногих сотрудников и какие результаты они показывают в нашем следующем материале. – 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
Эту служебную собаку зовут Тина. Недавно она помогла задержать преступника, который перевозил крупную партию наркотиков на территории Чуйской области. За 3 года службы Тина под руководством инспектора-кинолога Бигзата Батыркулулу помогла раскрыть множество преступлений. У нее превосходное обоняние и высокая профессиональная подготовка. Запақталды. Жатты обозначение лотат да, ол көрсөтөт. Ушул жерде наркотик бар депчи. Ыкчам кызматкерлер өздөрү бир машинаны токтотуп, издеп таппай жатып. Сотрудниками была остановлена машина на Исыкуле. Изначально служебная собака не проявила реакции, но спустя мгновение резко подала мне сигнал о наличии наркотиков. Благодаря направлению ветра она сумела обнаружить спрятанный на крыше автомобиля сверток с запрещенными веществами. Тине уже 5 лет, и за время службы она неоднократно доказывала свою уникальную способность к поиску наркотиков. Для эффективной работы с такими собаками необходимо не только обучать их, но и уделять им внимание. Если не проявлять должного отношения, собака не будет доверять и не раскроет свой потенциал. Поиск наркотических веществ – одна из самых сложных и ответственных задач кинологической службы. В Кыргызстане эту миссию выполняют специально обученные служебные собаки. На сегодняшний день по всей республике подготовлено еще 10 собак, подобных бельгийской овчарке Тине, для выполнения таких задач. Все они были завезены из-за рубежа. В кинологическом центре службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызстана всего 55 служебных собак. Они проходят усиленную подготовку и эффективно работают в аэропортах, на границах и в городах. Наши собаки привезены и обучены в Европе. Это чисто, которые работают по наркотикам. 10 собак были привезены из Европы. Сейчас уже около больше 3 лет они содержатся и работают у нас. И все результаты, все были благодаря им, все эти поиск наркотиков были благодаря им. Распространение синтетических наркотиков сегодня стало одной из самых серьезных проблем, особенно среди молодежи. По словам специалистов, эти вещества стремительно набирают популярность. Сотрудники кинологического центра обучают собак обнаружению современных видов наркотиков, адаптируя их подготовку под новые вызовы. Спайс. А вот эти жидкие имитаторы наркотических средств, но это порошковые, это жидкие. Здесь по 60 грамм, здесь по 5 грамм. По 5 грамм для обучения, для начального это обучения начинаем с 5 грамм. Обучены они на натуральные виды наркотических средств и на синтетические наркотические средства. Если конкретно в этом каком-то объекте, каком-то есть наркотики, то собаки 99% должны найти. Да? В центре собак обучают не только поиску наркотиков, но и обнаружению взрывчатых веществ, оружия, а также поддержанию общественного порядка. Одно из важных направлений – поиск пропавших без вести. 2-летняя немецкая овчарка Капа специально подготовлена для таких задач. Одна из самых громких операций с ее участием – обнаружение тела женщины, долгое время считавшейся пропавшей в русле Большого Чуйского канала. Собака взяла след и вывела кинолога на место, что сыграло ключевую роль в расследовании. 2024 жылы ушул пригородный айылында В прошлом году в селе Пригородное пропала женщина. Поиски длились неделю, но не дали результатов. Тогда было решено привлечь служебную собаку. Рано утром мы выехали на место, и началась работа. Пройдя около 1,5 километра, собака взяла след и вывела поисковую группу к месту, где было обнаружено тело женщины. Каждая служебная собака должна обладать особыми навыками и инстинктами, которые помогают в расследованиях и поисковых операциях. Этот случай еще раз доказал, насколько важную роль они играют в работе правоохранительных органов.
Эти служебные собаки не носят погоны, но стоят на страже закона. Ежедневно они демонстрируют свою преданность делу и выдающееся чутье, оказывая неоценимую помощь в борьбе с преступностью. За последние 12 месяцев служебные собаки были задействованы в 535 расследованиях различных преступлений, из которых 272 случая были связаны с наркотическими веществами. Благодаря их помощи удалось раскрыть более 40 из этих преступлений. Айсло Мурзакова, Самаган Тайрбеков, УТРК Чуй, Чуйская область. В 2024 году в Кыргызстане было заключено около 220 тысяч договоров по обязательному страхованию автогражданской ответственности, что является низким показателем при общем числе более 1,5 миллиона автомобилей в стране. Закон об ОСАГО охватывает все виды транспортных средств, зарегистрированных в Кыргызстане, а также автомобили, зарегистрированные за рубежом. При этом, согласно постановлению правительства, штрафы за отсутствие ОСАГО должны были начать действовать с 1 января текущего года. Но срок введения штрафов был отсрочен на полгода и теперь вступят в силу с 1 июля текущего года. В Кыргызстане планируется увеличить размер социального контракта. Об этом сообщил министр труда и социального развития Равшанбек Сабиров. В 2024 году более 100 тысяч человек получили помощь в рамках этого проекта. В 2025 году начнется второй этап, который предусматривает увеличение социальной помощи на 150 тысяч сомов. Министр подчеркнул, что ведомство продолжает развивать проекты, направленные на поддержку семей, людей в трудной ситуации и трудовых мигрантов. Программа «Социальный контракт», инициированная президентом Садыром Джапаровым в 2022 году, помогает малообеспеченным семьям Кыргызстана преодолеть бедность и начать собственное дело. За 3 года ее реализации более 35 тысяч семей заключили соглашение с государством. В Аламыдынском районе Чуйской области поддержку получили 255 семей, большая часть из которых занимается животноводством и швейным делом. Абдулвахид Файзидинов, житель села Васильевка, стал одним из участников программы. С 2023 года начал развивать собственное хозяйство благодаря соцконтракту. На полученные деньги я купил 6 овец и 7 ягнят. Животные дали потомство. Зимой я продал часть скота и приобрел корову. Это отличный шанс для нашей семьи, чтобы выйти на новый уровень. Планирую расширить хозяйство и взять беспроцентный кредит. Джамбы Махмудова, также проживающая в Васильевке, вложила средства в покупку коровы и теленка. Сегодня ее хозяйство насчитывает уже 4 коровы, каждая из которых приносит 15-20 литров молока в день. Молоко мы продаем по 33 сома за литр. Раньше я получала пособие 4800 сомов на детей, а теперь доходы от бизнеса приносят больше. Социальный контракт – это настоящая помощь, особенно для женщин, которым сложно совмещать работу и уход за детьми. Планируем расширить сарай и увеличить поголовье скота. Согласно данным Айлук-Мыту села Абдакерим Садыков, в 2022 году соцконтракты заключили 10 семей, в 2023 – 9, в 2024 году – 43 семьи. В результате количество получателей пособий сократилось с 200 до 27 семей. Программа стала важным инструментом для поддержки малообеспеченных семей. Мы не только информируем жителей о возможности социального контракта, но и помогаем с оформлением документов, разрабатываем бизнес-планы и следим за реализацией проектов. С 2022 года в нашем Айлук-Мыту соцконтракты заключили 62 семьи. Большинство вложили средства в животноводство, некоторые в швейное дело. В Аламыдынском районе 60% участников программы занимаются животноводством, 35% освоили швейное дело, а остальные вложились в торговлю и другие виды предпринимательства. За 3 года здесь созданы десятки мини-предприятий, обеспечивающих рабочие места.
Мы активно сотрудничаем с Айлок Мэту, проводим мониторинг реализации проектов и организуем образовательные программы. Вместе с профессиональными лицеями обучаем участников швейному делу, основам предпринимательства и животноводству. Согласно условиям соцконтракта, малообеспеченные семьи получают единовременную выплату в размере 100 тысяч сомов на открытие или развитие бизнеса. Однако они теряют право на пособие «Үй-бүлөгө көмөк» на 3 года. Государство ставит перед собой задачу не только помочь гражданам улучшить свое материальное положение, но и способствовать созданию рабочих мест. Сымбат Алмазова, Самаган Таирбеков, УТРК, Чуй. Заместитель председателя Кабинета министров, министр сельского хозяйства Бакыт Төрөбаев провел совещание по вопросам цен на продукты питания в стране и предупредил о принятии жестких мер в отношении тех, кто необоснованно завышает цены. В целях стабилизации цен и обеспечения доступности продуктов питания в Чуйской области каждую неделю будут проводиться продовольственные ярмарки. Они организуются по всем городам и районам, где жители смогут приобрести товары первой необходимости по доступным ценам. Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Төрөбаев проводит активную работу по регулированию цен на продукты питания в стране. Важным моментом стало его заявление о том, что запасы продовольствия в стране достаточны. Но несмотря на это, нужно предпринять решительные меры в отношении тех, кто искусственно завышает цены. Бакыт Эргеевич собрал всех акимов меры города по всему Кыргызстану и создали штаб по стабилизации цен на социально значимые товары. И в данном случае председателем штаба являюсь я. И каждый день сейчас идет мониторинг цен на социально значимые товары, особенно на мясо и картофель. И делаются все меры, чтобы стабилизировать цены на эти продукции, не только на эти, а вообще в целом на все социально значимые товары. Одной из эффективных мер стабилизации цен стало проведение продовольственных ярмарок. В настоящее время такие ярмарки организуются по всем городам и районам Чуйской области. Они проходят по выходным, предлагая широкий ассортимент продукции напрямую от производителей без посреднических наценок. В целях выполнения поручения заместителя председателя Кабинета министров Бакыта Төрөбаева в Джаилском районе организуется ярмарка в целях стабилизации цен и обеспечения доступности продуктов питания. В каждую неделю будут проводиться продовольственные ярмарки, где жители могут приобрести товары первой необходимости по доступным ценам. Они проходят по выходным, предлагая широкий ассортимент продукции напрямую от производителей, без посреднических наценок. Неделю раз делаем воскресный рынок, где на территории воскресного рынка создаем социальные площадки. То есть цены для нашего населения, цены ниже рыночного. Вот вы сами видели, на территории социальных площадок официального цены выставлены, например, цена картошки от 40 сомов до 50 сомов. По поводу мясной продукции, мясо, значит, в данный момент от 530 до 580 сомов. Настоящее. Согласовано с антимонопольной службой по урегулированию данных цен. Местные жители с радостью встретили инициативу проведения ярмарок. Многие отмечают, что теперь у них есть возможность приобретать свежие продукты по более доступным ценам. А также благодаря ярмаркам жители смогут экономить семейный бюджет. Ушундай көбүрөөк кылып турса, жакшы болмок, мына каалаганыңдай аласың. Базарда караганда шүгүр. Баары жакшы буйруса, ушундай бизге окшогон карапайымдарга көбүрөөк көңүл буруп турса, аябай жакшы. Мынакей жаңы эле келип, мындай сахарлар 3000 килограммы 68 сомдон эсептегенде ошондо 3400 болот да. Анан жаңы эле үйгө барып келип, мынакей 3100 бул эң жакшы. Буну ойлоп тапкандарга мен ыраазымын. Очень хорошо, все довольны, улыбаются. Цены гораздо ниже, чем на рынках. Я думаю, это очень даже хорошо. Мына жумуртка алып келдик, май алып келдик, өзүбүздүн жеке айылдан чыккан. Билбейм, 2 күндөн бери жакшы эле келип атат. Буюрса, жакшы жардам болуп атат деп ойлойм.
Введение еженедельных продовольственных ярмарок в Чуйской области представляет собой важный шаг к стабилизации цен на продукты питания и улучшению доступности товаров для населения. Эти мероприятия не только обеспечивают жителей необходимыми продуктами по справедливым ценам, но и создают удобные условия для фермеров, позволяя им продавать свою продукцию без лишних наценок. Ярмарки помогают экономить средства, улучшая качество жизни и поддерживая баланс на рынке продовольствия. Акен Муратбекова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. В продолжение инициативы по стабилизации цен в Аламудынском районе местные власти, поддержав эту инициативу, уже начали организовывать такие ярмарки, где жители могут приобрести продукцию напрямую от фермеров без посредников и наценок. Эти мероприятия станут регулярными и помогут обеспечить доступность продуктов питания для населения, а также поддержать местных производителей. В целях выполнения поручений заместителя председателя Кабинета министров, министра сельского хозяйства Бакыта Турубаева и областного руководства в селе Октябрь Аламудынского района была организована продовольственная ярмарка. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети. В целях выполнения протокольного поручения заместителя, председателя Кабинета министров Кыргызской республики Бакыта Турубаева, а также обеспечения населения основными продуктами питания, мы проводим работу по организации ярмарок каждую субботу и воскресенье. В селе Октябрь Сюменкула Чухморова Айыл аймагы местные предприниматели организовывали сельскохозяйственную ярмарку, где реализуются сельскохозяйственные культуры и продовольственная продукция. В ярмарке приняли участие более 70 продавцов. Они представили основные продукты питания, мясо, растительное масло, картофель, овощи и фрукты, яйца, молочную продукцию, а также одежду. Цены на ярмарке были ниже, чем в торговых точках. Село находится далеко, и в местных магазинах цены довольно высокие, а на базарах, наоборот, цены значительно ниже. В этом и заключается основная идея – сделать продукты доступнее для людей. Это действительно приносит большую пользу. Например, мука, продукты питания, одежда – все здесь продается дешевле, чем в магазинах, что позволяет жителям сэкономить. Жители местных и соседних сел также пришли на ярмарку и смогли приобрести продукты по доступным ценам. Мы продаем мясо по 550 сом, в то же время как на рынке его цена колеблется от 620 до 650 сом и даже может подниматься выше. Цены в магазинах постоянно меняются, и это зависит от разных продуктов. Некоторые продавцы могут завышать цены, особенно на некачественные продукты. Поэтому ярмарка – это оптимальный вариант для нас, продавцов и местных жителей. Следует отметить, что такие ярмарки будут проводиться еженедельно в каждом айыл-аймаке. Таким образом, мероприятия по обеспечению населения доступными продуктами питания будут продолжены. Акен Муратбекова, Алтынбек Бектуров, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй. Это все новости к этому часу. В студии работала Айслу Мурзакова. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых важных событий.